Превратить пустующую территорию в приятный глазу сквер или же имеющийся зеленый уголок сделать идеальным местом отдыха. Благодаря партийному проекту единороссов «Комфортная городская среда», который уже на протяжении нескольких лет успешно реализуется в Ингушетии, это стало доступным и для жителей селения Троицкое. Еще 3 года назад Наташа Евкурова о таких условиях даже не мечтала. Новый многоквартирный дом, открытый в 2015-м по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, стал настоящим подарком для семьи. Правда, сюрпризы на этом не закончились. В этом году, благодаря проекту единороссов, их двор полностью отреконструировали, построили для детворы детские и спортивные площадки и установили скамейки. مسخ ремонт تصحت يخ ليخي دا إزداش خلقست تصدح وز заселиться дорог وز خزي دك دات بعدش الحمد لله هز خز كوتو عدش لحت ترياز در بيرج تصد إحكي لوز تباس جا بيرج تهغد دغا داز بعد بها глаз радуется да хащ خزوي. На смену еще одному серому пустырю пришли яркие качели и воркаут-площадка, теперь уже на улице Шоссейная. Это второй по счету многоквартирный дом в селе, построенный по той же программе переселения граждан из ветхого жилья. На благоустройство дворовой территории ушло около 3 миллионов рублей. Для Хизира Нухиева самый ценный подарок – это спортплощадка. Начинающий спортсмен сразу после школы бежит к турнику и брусьям. в школе да лозер удыш. Игры хозяйка это хаваji баскетбольный зи колесо и с турника ji. За работой Муса Ахильгов, тренер местной футбольной команды, которая проводит последние штрихи, чтобы скорее приступить к тренировкам. Таким ровным и красивым это поле было не всегда. Для такого результата пришлось утрамбовать 10 фур натурального покрытия из Рязани. Результат налицо. К полю с 2 сторон не забыли подвести необходимые коммуникации. Словом, Муса Ахильгов доволен не то слово, поскольку прежнюю площадку со стадионом даже сравнивать не приходилось. Алда алда он وتحسد وخدوا شي حش ديش شويش سوديز بخبر عبارة سرع وأتبوه خلص دحول أون سرع دموز حوخش وما بير أوز دخترن ما تسجي هو ده شست بيتك خوزن Металлические опоры, деревянные конструкции, песчано-гравийная смесь. Основные работы позади. Местный футбольный стадион почти на пике своего благоустройства. Совсем скоро здесь появится помещение для раздевалок, дополнительные скамейки, урны, ограждения, автомобильная стоянка и освещение. Полностью круговую беговую дорожку мы сделали, 100-метровку, расчертили, определили все это. Вот сетку уже мы вот натягиваем, вот у нас где-то процентов 60. Мы уже сетку натянули, где-то 60% мы закончим, вот на днях должны закончить. Вот сегодня привезли опоры, освещение, закладные мы сегодня закладываем, вот завтра забетонируем, установим фонари, чтобы было светло. Это тоже уже мы добавили от себя еще только там фонарей. Там будет детское, мини-футбольное поле, у нас тоже огородили мы его. Тоже будет сеткой натянута, 4,5 метра будет высотой. Там двухсторонний у нас будет стоять освещение туда и сюда, чтобы светло было. Вопрос частичной занятости молодежи и развития спорта в селе почти решен. В качестве бонуса для ребят подготовили площадку со спецпокрытием. Позже на ней установят все атрибуты для воркаута. Не забыли и о кроссе. 100-метровая беговая дорожка уже радует глаз. Завершить работы здесь планируют в начале декабря. Всего же до конца года в Ингушетии благоустроить 23 территории, 15 дворовых и 8 общественных. И все это благодаря программе «Комфортная городская среда», на реализацию которой выделено около 300 миллионов рублей. Зелимхан Калоев, Джамалел Тамасханов, Новости 24.